В информационном пространстве со стороны неосведомленных провокаторов распространяются необоснованные утверждения, отвергающие лингвистическую независимость ингушского языка. Дескать, ингушский язык не имеет самостоятельного статуса и является лишь диалектом чеченского языка. Подобные утверждения, исходящие от отдельных лиц, не соответствуют действительности, поскольку это противоречит данным лингвистической науки и историческим фактам. В ответ на эти спекуляции далее будут представлены исторические документы и научные свидетельства, которые убедительно доказывают исконную самостоятельность и коренной статус ингушского языка среди других языков навской группы. Николай Яковлевич Данилевский – русский социолог, публицист, идеолог панславизма. Его авторству принадлежит труд под названием «Кавказ». Его горские жители в нынешнем положении, изданный в Москве в 1846 году. На странице 121 присутствует следующий тезис. Кисты, ингуши и карабулаки говорят все одним языком. В данном контексте автор обоснованно причисляет арстхойцев и кистов к ингушам и указывает объединяющим фактор единого языка. На той же странице прослеживаются следующие строки. Между кистинскими наречиями чеченский диалект много различествует от коренного языка. Исходя из этих данных, можно прийти к выводу, что автор тут придает чеченскому языку статус диалекта и делает заключение, что ингушский язык является более коренным. Аналогичные сведения приведены в книге под названием «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», собранные и пополненные Семеном Броневским. Издано в Москве в 1823 году. Приведем следующее утверждение из этой книги. Страница 153. Кисты сами себя называют попеременно кисты, галга, ингуши и одно название вместо другого потребляют. На странице 172 сообщается, что чеченский диалект – это ответвление от основного ингушского языка. Между кистинскими наречиями чеченский диалект наиболее разнествует от коренного языка. Согласно исследованию профессора Николая Яковлева в книге «Языки и народы Кавказа», изданной в 1930 году, указывается, что становление чеченского языка происходило за счет развития лингвистических особенностей, имеющих корни в ингушском языке. Когда же сложились чеченцы как национальность? Со второй половины XVI века начинается миграция ингушских племен из Нагорной полосы на теперешнюю чеченскую плоскость. Причем одним из наиболее ранних выходцев на плоскость из всех вейнахов следует считать карабулаков или арштхойцев, полукочевников-скотоводов. Эта иммиграция вытеснила гребенских казаков с места их первоначального поселения по реке Сунже за Терек. Многочисленные нагорные племена из Нашаха, с верховьев Аргуна и из Чеберлоя вновь перемешались на плоскости. Подпали под влияние соседних плоскостных культур – русской, кабардинской, ногайской, кумыцкой и калмыцкой, и дали в результате новую культурную область с новыми центрами, в которых сформировались новая культура и новый язык – чеченский. На следующей странице этого труда указывается, что чеченский язык обнаруживает тенденцию к расширению за счет ингушского языка.